Сухумский перевалочный пункт для бытовых отходов выглядит как настоящий мусорный полигон. С июля прошлого года сюда больше не завозят мусор, а с ноября регулярно его вывозят. Но до сих пор площадка бывшего таксопарка практически полностью заполнена отбросами. А ведь в 2018 году, когда в экстренном режиме закрывали Маякскую свалку, бывший таксопарк отвели под площадку, где бытовые отходы должны были сгружать из обычных мусорных машин. А затем скопившиеся отходы большегрузными машинами вывозились бы на свалку в Галп. Все городские службы участвовали тогда в выборе этого места. Почему выбиралась именно эта площадка? Она имеет твердое покрытие, чтобы не происходило просачивание в землю продуктов гниения. Летом не самый приятный запах, понятно, и, скажем так, мухи, грызуны и так далее. Но, опять же, выбиралась так, что территория, чтобы хоть более-менее отнести от жилья. Вокруг этой свалки сосредоточена промышленная зона. Поэтому людям она, если ее не поджечь, конечно, на всей территории города Сухум, за исключением бывшей Маякской свалки, которая ныне неприкосновенна, другой территории нет. Если вы знаете, подскажите, где еще можно было бы сделать. Чтобы было еще и твердое покрытие, и так, чтобы сток можно было направить в систему канализации. Искали, не нашли другого. Власти Сухума намерены очистить мусорный перевалочный пункт от бытовых отходов к началу лета. По словам главы столичной администрации Беслана Эшба, коммунальщики приобрели дополнительный транспорт для вывоза мусора. Как говорит мэр Сухума, им необходимо 3-4 месяца на то, чтобы вывезти все отходы. Вот сегодня мы еще на линию ставим еще одну машину, то есть мы увеличиваем объем вывоза. Предполагаем, что при налаженной работе порядка 100 кубов в день будет оттуда вывозиться. Сейчас я вот не хотел бы вас обманывать, но я думаю, около 2500 где-то мы уже вывезли. За счет того, что была закрытая свалка, вывозили, там были перебои с автотранспортом, потому что, как вы знаете, нам недавно удалось там обновить как-то парк, что-то купили новое, что-то купили бывшего употребления, так, чтобы это работало. Я очень надеюсь, что у нас получится там где-то, может быть, где-то постараемся до начала лета, может быть, зацепим 1 месяц, имеется в виду июнь, как-то так. Жители домов, что располагаются неподалеку от свалки, сомневаются, что за 3-4 месяца властям столицы удастся вывести отходы, которые скапливались на протяжении 5 лет. Сперва, когда завозилось первый год, говорили, что это временно. Найдут место и больше не будут завозить. Но это все временное, навсегда оказывается постоянным. Сейчас хорошими темпами, конечно, это все убирается. Но просто сомнение, что 5 лет, что завозилось, за 1 год уберут. Хотя бы так. Надежда какая-то появилась. Перестали завозить мусор на так называемый перевалочный пункт после того, как решением руководства интернет-провайдера «Система» въезд мусорных машин на территорию таксопарка перекрыли. Арендаторы участка установили шлагбаум и наняли охрану, хотя закрыт перевалочный пункт был по согласованию с властями столицы. Мы понимаем, что вопрос достаточно сложный и не решается в одночасье. И всегда готовы были идти навстречу и терпеливо ждать решения этого вопроса. К сожалению, нам приходилось ждать окончания курортного сезона 2022. Нам приходилось ждать поставки новой специальной техники для вывоза мусора. Нам приходилось ждать погрузочной техники для того, чтобы организовать погрузку на специальную технику для вывоза этого мусора. Нам приходилось ждать окончания туристического сезона 2023, чтобы нагрузка на коммунальные службы снизилась. По согласованию с администрацией города нами в июле месяце 2023 года было принято решение о закрытии территории бывшего таксопарка на ввоз бытового мусора. С июля, соответственно, ввоз не осуществляется. После этого систематичный вывоз с данной территории осуществлялся с ноября месяца. Если не брать в расчет несколько машин в октябре месяце 2023 года. По словам Дмитрия Халбата, они рады, что вывозить мусор коммунальщики стали чаще и больше. Но даже при таких темпах, какие наблюдаются в последние 3 месяца для завершения очистки, таксопарка потребуется гораздо больше времени, чем называет мэр.
мне сложно прогнозировать так же, как это делает администрация города. И я, как житель нового района, буду безгранично благодарен, если озвученные ими сроки будут выполнены. Но исходя из нашей статистики, из данных, которые мы сегодня имеем, мне кажется, это прогнозы немножко более чем оптимистичные. За ноябрь месяц было вывезено 37 рейсов было осуществлено. Общий объем мусора вывезен 740 кубических метров. За декабрь месяц 2023 года 41 рейс. Общий объем мусора 860 кубов. За январь месяц 2024 года количество рейсов 25, количество объем мусора 500 кубов. И февраль месяц 2024 года 23 рейса, общий объем 460 кубов. Расчет мусора взят на основании тактико-технических данных самих мусоровозов, заявленными заводом-изготовителем и размещенными у них официально на сайте. Исходя из данных, предоставленных самой же администрацией за прошлый год, в среднем объем мусора, который накопился на тот момент до начала вывоза на территории бывшего таксопарка, порядка 30 тысяч кубов. Если взять среднее количество мусора, вывозимого ежемесячно с территории, это порядка 650 кубов в месяц. Что при несложных математических вычислениях говорит о том, что в текущем объеме вывозимого мусора понадобится порядка 48-50 месяцев, то есть это порядка 4 лет. Главный санитарный врач республики также не уверена, что коммунальные службы уложатся в 4 месяца с уборкой таксопарка. Город приобрел в этом году, в начале года или в конце прошлого, или в начале этого, еще 2 большегрузные машины. Одна из них уже работает, вторая станет на вывоз мусора буквально в ближайшие пару-тройку дней. И вывоз мусора достигнет 700, в общем, около 2000 кубов в сутки. Но опять-таки, это при условии, что все машины в строю, ни одна не сломалась, при условии, что все люди работают, никто не заболел, при условии, что топлива хватает. Да? По данным, полученным мною из спецавтохозяйства, полная очистка данной площадки будет завершена в идеале в конце мая. В худшем случае где-то к середине июня. Поскольку, опять-таки, вспоминаем, что люди болеют, машины ломаются, происходит. И да, еще раз повторяю, мне и как жителю города, и тем более как главному санитарному врачу эта ситуация не нравится. Но изменить ее на данном этапе не в моих силах. Вопрос мусора в Сухуми сегодня в принципе является проблемой. Во-первых, его приходится далеко возить, аж в конец страны. Во-вторых, стихийные свалки, которые образуются в разных частях города. И проблема с ними требует времени и ресурсов. А в-третьих, низкие тарифы за утилизацию мусора, которые к тому же почти никто не оплачивает. По словам Беслана Эшба, подход к мусорным вопросам необходимо решать на законодательном уровне. Та тарифная политика за оплату за мусор, которая сегодня есть, она на самом деле не соответствует реалиям, которые сегодня существуют, и тем затратам, которые несут наши предприятия. Вообще, наверняка вы знаете, мировая практика говорит о чем. Сбор и транспортировка мусора, она действительно должна формироваться за счет платежей за то, чтобы у тебя ты избавляешься от мусора, как говорится, или но ни в коей мере до переработки. Переработка — это немножко если переработка, то это экономика какая-то появляется, там есть какие-то свои расходы и так далее. Поэтому, что касается услуги по вывозу мусора, это должно оплачиваться жителями. Теперь я вам расскажу про тарифы. 27 рублей человека в месяц. Что такое 27 рублей? Это действующий тариф на сегодняшний день. Если там норма накопления берется в год 2 куба на человека, сегодня это 164 рубля за 1 куб, но если брать 2 куба, разделить на 12 месяцев, выходит 27 рублей на человека. Это, можно сказать, ничего. И то люди не платят. Будет приниматься жилищный кодекс, и мы тоже туда будем пытаться внести какие-то поправки на уровне других коммунальных платежей, чтобы это тоже включало в себе как обязательный платеж. Не заплатил, значит, будет через суд, через тебя будут взимать эти вещи, значит, эти платежи. Того же мнения придерживается и главный санитарный врач республики. По словам Аллы Беляевой, без повышения культуры обращения с бытовыми отходами у самого населения Абхазии справиться с мусорной бедой силами коммунальщиков не получится.
Сколько раз я видела, как наши, особенно мужчины, играют мусорным кульком в баскетбол. Останавливается машина, нога высовывается, и мусорный кулек мы забрасываем мощным броском в контейнер. Попадают не все. Соответственно, этот кулек разбивается, собаки его растаскивают, красота. Или идет дама, вся такая представительная, несет маленький кулечек. Дошла до кустов, которые вот обрамляют. Оглянулась, повесила на кустике, пошла дальше. Знакомая картинка? Знакомая картинка. То есть вот это характеризует нашу культуру обращения с мусором. В планах у властей Сухуми достижение двух амбициозных целей. Первая – это полная очистка территории бывшего таксопарка в новом районе. А вторая – открытие мусорного полигона в селе Кацикыт, которое задержалось на год из-за того, что в начале строительства не было предусмотрено возведение очистных сооружений. Но, как говорит мэр, уже через 1,5-2 месяца полигон запустят и начнут свозить туда мусор и сортировать его. Но уберем мы мусор в новом районе. Построится полигон. У нас какая-то система появится, да, вот так вот. А то сейчас, даже не хочу говорить, как там мусор попадает в Гальский район. Не все машины автоматом едут. Мы нашли место, где мы его аккумулируем, уйдя с нового района, в другом месте аккумулируем, потом ждем машины, которые придут, потом все вместе туда сгружаем и таким образом вывозим. А есть отдельные машины, которые напрямую едут в Гал. То есть появление полигона в Гулиевском районе как работающей структуры позволит от обратного начать выстраивать цепочку и прийти уже до, как говорится, мусорных баков или мусорных урн, там уже смотреть. Это будет еще и облегчит работу самой сортировки. Сроки реализации обеих целей уже не раз отодвигались. Разработанный план действий как с перевалочным пунктом, так и с мусорным полигоном разошелся с действительностью. Сегодня у властей другой план. Как его реализация будет соотноситься с реальностью, станет понятно в конце весны. Но сегодня планы и надежды, связанные с утилизацией мусора в столице Абхазии, выглядят более чем амбициозно. Марианна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.